вообще? Как ты нашел этот университет? Откуда у тебя такой крупный грант? И грант это значит, ты, получается, полностью бесплатно учишься в зарубежном университете. Он где находится? Джу Куншан находится сам недалеко от Шанхая. И это азиатский кампус университета Джука, который находится в Армении. Хорошо, то есть это американский университет, который находится в Шанхае. И ты получал грант с размером 220 тысяч. Хорошо. Как у тебя вообще это начался? Полностью путь, можно сказать, что благодаря таджапу и то, что мои родители изначально дали меня разные кружки, они помогли мне развивать мои таланты и плюс быть, как сказать, провести больше времени для саморазвития, нежели чем, например, гулять с друзьями или что-то другое. То есть родители тебя давали на разные кружки, чтобы ты определился больше, с какой профессией тебе нравится, да? И в итоге у тебя направление сейчас какое? Направление Data Science, это компьютерная наука. Программирование. Хорошо. И как давно ты занимаешься программированием? Программировать я начал где-то в 7 классе. И тебе было в 7 классе? Где-то 12. И в 7 классе я уже начал, после того, как пошел на первую олимпиаду, выбрал место и начал уже заниматься этим. Начал уже интересоваться. И еще хочу что подчеркнуть, у нас форум проводился в 2 городах, проводится в 2 городах. Он уже проходил в Худжанде в июле, 16 июля, там у нас были тоже талантливые спикеры. И сегодня Душанбе. Но Назирджон у нас родом из Худжанды и живет тоже в Худжанде. А Душанбе ты как, работаешь, получается? Да, в виде travel, еще работаю. Понятно. А работаешь ты сейчас программистом на фрилансе? Да, как личный доход использую как фриланс для местных компаний, а еще являюсь сотрудником TajdRap лаборатории искусственного интеллекта. Классно. Можно я немножечко потратить про TajdRap, что он значит в твоей жизни и что это вообще такое? Хорошо. Сам TajdRap является в виде акселератором для того, чтобы для развития студентов и их потенциала. Например, после того, как учительница английского языка упоминала мне, что тогда я был в 9 классе, она сказала, что скоро будет кружок и именно курс по искусственному интеллекту. А в тот момент я только заинтересовался кодингом, программировать и все. И когда уже пришел в TajdRap, попал в то место, которое как бы окружает меня полностью люди. Да, и еще они помогли мне именно развивать не только в сфере программирования, еще развивать критическое мышление, обучаться уже в сфере экономики, глобализация, полностью все это. И я уже начал осознать, что для того, чтобы быть международным студентом, я должен не только изучать именно программирование, еще и кроме английского должен развивать все свои навыки. Поэтому я в тот момент уже ходил на разные кружки, как в виде скрипки. Ты еще говорил, что ты профессионально играешь на скрипке. Да. Как ты умеешь совмещать программирование, сидеть за ноутбуком по 6 часов и играть на скрипке? Хорошо. Дело в том, что когда первый раз я увидел именно как играют скрипку, профессиональные скрипачи, и для меня это было... твоя скрипка, здесь сколько лет да. тебе? Это год назад. Понятно. Мне было интересно, как этот обыкновенный инструмент делает такой звук, что тронет человека до глубины сердца. Понятно. И именно узнать вопрос, как это все делается, я ходил уже в музыкальную школу, уже начал как-то заинтересоваться этим. То есть, ты ходил в музыкальную школу, ты окончил музыкальную школу с отличием, а здесь ты где выступаешь? Здесь на концерте, который сам проводил. Ты сам проводил концерт? Нет, я не сам, это музыкальная школа. Музыкальная школа. Понятно, хорошо. И сколько лет ты, получается, уделял времени скрипке? Буквально 7 лет? Да. 7 лет. Хорошо. И параллельно ты уже тогда начал увлекаться программированием? Уже. А как давно ты зарабатываешь на программировании? Буквально всего лишь пару месяцев уже. Всего лишь. Да. И до этого я думал, что я больше всего потратил на себя, нежели чем потратил на, например, заработок или что-то другое. Поэтому думаю, что в то самое время, когда уже
все эти, то, что я инвестировал в себя, нужно использовать для того, чтобы уже брать доход или помочь другим. А что входит в твои обязанности? Ты программируешь сайты, делаешь приложения? Например, в Таджапте мы разрабатываем алгоритмы искусственного интеллекта для того, чтобы повысить продуктивность банков и других компаний. Например, что мы делаем? Вот давай по поводу банков. Ты сейчас Да. очень много говорил искусственный интеллект. Что это такое вообще? Хорошо. Искусственный интеллект — это в виде программное обеспечение, такой технологии, которая помогает заставлять машину принять решение на основе данных. Например, то, что мы сейчас делаем, это то, что Таджап делает, Таджап AI. Когда вы идете в банк, вместо того, чтобы проводить уже 2-3 дня для того, чтобы брать кредит до $10 000, искусственный интеллект на основе данных уже анализирует вас и дает кредит. То есть смотри, искусственный интеллект помогает анализировать человека и сказать его способность, насколько он возможен брать кредит, вот это? Вот. То есть вы все компьютеризируете. То, что делает обыкновенный банк, и человек, который сидит в банке, вы это делаете через компьютер. Полностью, да. И как быстро это осуществите и в каких банках? Уже этот программное обеспечение Таджапта уже полностью 17 районов Таджикистана, благодаря Специальному банку, дальше мы уже внедряем это в другие банки. Ага, то есть можно вопрос? А искусственный интеллект и программисты, которые разрабатывают этот искусственный интеллект, это все они подростки? Нет, они уже профессиональные. Ты единственный подросток? Нет, у нас свои проекты. Ага. Как в виде подростков, в виде интернета у нас свои проекты. То, что Таджап делает, это на глобальном уровне, и это продуктный скоринг. А то, что мы делаем, это, например, когда клиент идет в банк, и там он предоставит все свои документы. Паспорт, бла-бла-бла, другие вещи. И для того, чтобы зачислить в виде клиента, сотрудник банка должен ввести полностью информацию и копировать от документа в систему. А то, что после того, как мы провели интервью, у нас выяснилось, что для того, чтобы набрать полностью информацию, вам нужно много времени, да, но вы это компьютеризируете через искусственный интеллект. Вот именно. Хорошо, а сколько человек в твоей команде, которые работают над этим искусственным интеллектом? 5 человек. 5 человек. Да. Вот я просто хочу уточнить, ты там единственный младший человек или младший? Нет. Нет? Еще 5. Есть еще два студента, которые младше меня, и они все обучили AI Academy, закончили Академию искусственного интеллекта. Хорошо. Давай теперь немножечко скажем про отношения с родителями, про отношения с друзьями. Как родители относились к тому, что ты несколько часов, по 7 часов подряд сидел за ноутбуком? Как они относились? Были моменты, когда, например, ругали то, что уже хватит, и... Было такое, что они выгоняли тебя из дома? Нет, конечно, не было. Хорошо, что? В виде компенсации я занимался музыкой тоже, поэтому... Для них. Да. Поэтому был баланс. А было недопонимание, что родители иногда не понимают, для них новые технологии. Стоп, это твоя игра, которую ты создавал, да? Игру ты создавал где? На каком-то хакатоне или ты сам? Нет, я полностью подготовил эту программу, эту игру, для того, чтобы участвовать в Малой Академии наук в 9 классе. Хорошо. Малая Академия наук — это какой-то конкурс? Да. Хорошо. И за сколько времени ты сделал это приложение? Полностью вот это Да. 5 месяцев. 5 месяцев. 5 месяцев. Каждый день по сколько часов ты этому уделял? Где-то 5-7. 5 месяцев. По 7-6 часов ты сидел за ноутбуком. Родители как к этому относились? Не так уж строго, потому что я делаю это для того, чтобы участвовать в конкурсе. Но я немножко не рассказала ту свою мысль. Смотри, некоторые родители немножечко не поддерживают новые технологии, новые профессии. Как они отнеслись к такой новой профессии, как программист? Они не сказали, что это трата времени? Или не сказали, что это глупая профессия? Да, говорили, что, например, твои проекты уже бессмысленны, не надо уже больше делать их. А то, что результаты, которые я показал, уже добился, например, в поступил в университет благодаря своих проектам. И все это было где-то. Ты можешь сказать, что благодаря программированию, благодаря всем твоим проектам, вот игре, которую ты создавала, то, что играл на скрипке, все это вместе совмещал, это был огромный плюс для твоего выступления? Для того,
того, чтобы поступить, человек, чтобы поступить, не надо быть типа роботом. Не надо только заниматься одной направлением. Поэтому ты взял разные направления. Разные направления. Спорт тоже есть, музыка и плюс это профессия. Классно, классно. Можно микрофон, а то у вас... все хорошо, будем хорошо, знать. Этот, как его называем? Ребята, у вас есть вопросы? Давайте пару вопросов и перейдем к следующему спикеру. Пару вопросов.